Школа номер 20 села Хатыстыр Белецкого и Венкийского национального наследия славится талантами. Искусство, культура, спорт. Ребята завоевывают высоты всюду. В образовательном процессе педагоги ставят акцент на всестороннее гармоничное развитие подрастающего поколения. По разным направлениям в школе ведется проектная работа. Являясь активной формой обучения, она позволяет, с одной стороны, осуществлять познавательную и творческую деятельность, с другой – воплощать в жизнь идеи и задумки. А последних и у ребят, и у педагогов множество. 2 года назад в школе образовался живой уголок. Его первыми новоселами стали любимцы школьников. Кеша и Стеша предпочитают проводить время на дереве. В клетку они залетают только для того, чтобы поесть. Волнистые попугайчики совсем ручные. Идея этого нашего проекта разработана детьми, по желанию детей сделали. Питомцев нам предоставили классы. У нас тут есть и улитки, и водные красноухие черепахи, попугайчики. Ну, пока питомцев мало, надеемся на дальнейшее наше развитие. Завести в школе питомцев захотели сами ученики, а педагоги пошли ребятам навстречу. Общение с живой природой благотворно сказывается на эмоциональном состоянии детей, а также учит мальчишек и девчонок ответственности и заботе. В основном любят начальные классы, младшие классы и средние. Они каждую перемену туда ходят, ухаживают за питомцами, за животными нашими. Они там могут во время перемены приходить, их мыть там, менять воду, кормить. И мне кажется, это для психологического состояния, даже для детей, это очень важно. И они очень любят. И это очень влияет положительно на детей. Обустроив и заселив живой уголок, любители братьев меньших проводят здесь все перемены. Не расстаются с питомцами дети и на каникулах. И еще они каждое лето могут забирать к себе домой на летние каникулы этих животных, питомцев. И потом осенью возвращают. Сегодня в живом уголке особенно много улиток, и обзавестись моллюсками могут все желающие. Ухаживая и наблюдая за животными, ребята с интересом познают окружающий мир. Многие посвящают изучению природы все свободное время. Летнее время занимаемся по экологическому направлению, экология родного края. Изучаем растения. Летом делали мед из одуванчиков с детьми. Живой уголок стал одним из последних проектов Хатыстырской школы, но отнюдь не единственным. На уроках технологии юные хозяюшки осваивают суперсовременное оборудование. Профессиональная кухня была приобретена на средства гранта. В 2020-2021 году наша школа совместно с общественной организацией «Сигун» выиграла в гранте. И благодаря этому она выиграла 500 тысяч рублей, и были приобретены следующие оборудования: шкаф шоковой заморозки, аппарат вакуумной упаковки и 2 лари. На республиканский конкурс педагоги и ученицы представили проект, посвященный эвенкийскому супу из оленины. Кухня кочевого народа сытна и полезна. Каждое блюдо вбирает гармонию и мощь природы. Сохранение традиций национальных яств стало основой проекта. Мы плотно сотрудничаем с ассоциацией «Сигун». И благодаря проекту мы выиграли очень значимые такие для технологии оборудования. И благодаря этим оборудованиям наш предмет технологии еще более стал интереснее. И цель еще нашего этого проекта была то, что сохранение традиций, сохранение именно этих полезных веществ наших продуктов. Последним приобретением для кабинета технологии стала линия для варки джема. Агрегат также был куплен на средства гранта.
Вареньем юные хозяюшки теперь угощают всю школу. В 2021 году школа выиграла еще один грант на сумму 500 тысяч рублей, и было приобретено следующее оборудование. Котел для варки варенья, джемов и мармелада, овощерезка и оборудование для закрутки тара. Современное функциональное оборудование позволило превратить каждый урок в производственно-творческий процесс. С техникой девочки управляются легко и свободно. Благодаря новому оборудованию, новой мебели, да, уроки стали более интересными, более качественными, да. Окружающий мир и технологии теперь стали самыми любимыми предметами юных хатыстырцев. Впрочем, другие уроки не менее познавательны и важны. Так, на финише первого семестра в школе прошли необычные, но очень важные занятия. На темы сохранения репродуктивного здоровья и профилактики абортов с подростками беседовали гинекологи, дерматовенерологи и психолог. Об этом нужно говорить. Почему? Потому что элементарно просто на сегодняшний год, в 2021 году, уже на территории Алданского района насчитывается 6 несовершеннолетних детей, мамочек, уже родивших. Это мы не берем в зачет тех, которые сделали аборт. То есть проблема имеет место быть. Если раньше, лет 15 назад, на 50 и более населения мы встречали 1-2 таких случаев, то сегодня население Алданского района составляет чуть более 38 тысяч. И на это количество населения уже такое количество несовершеннолетних, которые активно вступают в половую связь. Уроки прошли в рамках объявленной в районе декады полового воспитания молодежи. Ее проведение инициировали сотрудники Алданской ЦРБ. Какое поведение считается аморальным, что представляет собой зависимость, чем чреваты добрачные половые связи, ответы на самые разные вопросы учащиеся 8 и 10 классов искали вместе с клиническим психологом. Эти темы не обсуждаются в кругу семьи, эти темы не обсуждаются на уроках русского языка, математики и так далее. Это понятно. Специализированных каких-то уроков для детей по освещению именно этих тем, конечно, нет. В соседнем кабинете врач-дерматовенеролог беседовал с юношами. Речь шла в первую очередь о гигиене. Также доктор коснулся темы заболеваний, передающихся половым путем. Специалист подчеркнул, избежать многих ошибок помогает грамотное поведение. И я считаю, что такая работа очень важна для подростков и необходима, и чтобы каждый год так приезжали и рассказывали, мы всегда будем очень рады. С девочками работала акушер-гинеколог. Врач в доступной форме рассказала школьницам о том, как девочка становится девушкой, подробно остановившись на работе женской репродуктивной системы. Отдельный блок обсуждений был посвящен контрацепции. Была беседа о менструальном цикле, о профилактике медабортов и по контрацепции. Девочки активно задавали вопросы, им стало все понятно, какие-то нарушения, они будут обращаться, уже знают, когда обращаться к гинекологу. В рамках декады полового воспитания специалисты Алданской центральной районной больницы посетили почти все школы района. Лекторы всюду увидели готовность старшеклассников к диалогу. Ребятам и девчонкам 14-15 лет очень интересно разговаривать на темы, о которых они пока знают совсем немного. Встречают довольно-таки радушно, очень интересно, и самое главное, есть контакт. Диалог строится не просто по назиданию, а мы получаем от детей обратную связь. Это радует, и на самом деле хорошо то, что дети это действительно воспринимают как важную тему. Между тем и медработники, и педагоги не могли не отметить, что объективных знаний подросткам не хватает, и работу по повышению грамотности нужно продолжать.
Кроме того, многие ребята и девчонки стесняются разговаривать со взрослыми на темы, которые считают запретными. Да, конечно, интересно, но они очень стеснительные, стесняются, пока если мы будем часто так о таких темах разговаривать, то, мне кажется, они будут более уже раскрепощеннее и будут уверенно о таких темах разговаривать. Девочки не глубоко, вообще практически не знают, что такое контрацепция, не знают, что такое аборт, не знают вообще профилактику медабортов. И по бесплодию надо им, наверное, почаще читать лекции. По мнению врачей, половое воспитание подростков должно вестись планомерно и комплексно, при обязательном участии как медработников и педагогов, так и родителей. Со стороны родителей это, наверное, обязательно. Но вообще лучше проводить лекции для родителей, как они должны учить детей проводить гигиену и как пользоваться контрацептивами. Важная роль родителей. Мне кажется, да, должны родители работать с детьми, со своими, и рассказывать, не стесняться. Но есть такие родители, которые стесняются рассказывать своим детям, и поэтому вот мы стараемся в школе об этом просвещать их в такие темы. Запретный плод не всегда сладок, иногда бывает совсем наоборот. Стоя на пороге во взрослую жизнь, старшеклассники должны понимать, что представляют собой отдельно взятые стороны этой жизни. Врачи планируют продолжать работу в данном направлении. С этого года эту работу хотим несколько систематизировать, активно подключить сюда сами образовательные учреждения. На 2022 год планируется разработать определенные программы, по которым будем отрабатывать более детально и более чаще. Любая школа представляет собой отдельный мирок с неповторимым укладом и собственными традициями. В то же время современная обитель разумного, доброго, вечного связана с множеством областей. Это взаимодействие нацелено в первую очередь на то, чтобы подростки получили знания о самых разных сторонах жизни.